Часы по русскому языку немного сократились, часы по кыргызскому языку немножко увеличились. Но я не представляю, что дальше будет. То есть это говорит о том, что есть какая-то установка в семье. Это, естественно, сказывается и на уровнях образования, на посещении занятий. И причем не просто улучшение, а прям желание. Дети сами просят, пожалуйста. И опять же мы к этой проблеме вернемся, но уже в более таком увеличенном масштабе. Добрый день, с вами «Есть мнение». Тема, на которую мы сегодня поговорим, не нова, но очень актуальна. Министерство образования и науки Кыргызской Республики в этом году сократило часы по некоторым школьным предметам. Одним из таких оказался и русский язык. Изменения уже ощутили ученики 5-6 классов, для которых впредь русский язык будет проводиться на 2 часа в неделю меньше. Добрый день, Дамира Каясовна. Спасибо вам большое, что нашли время для встречи с нами. Скажите, пожалуйста, как сокращение часов преподавания русского языка в школах Кыргызстана может отразиться на будущих поколениях? Я поняла, к чему вы этот вопрос задаете, потому что в последнее время муссируется вопрос о том, что сокращаются часы официального русского языка и увеличиваются часы государственного кыргызского. На самом деле, если взять новый макет среднепрофессиональных учебных заведений, то там в школьном блоке касательно, значит, первого курса на базе 9 класса, 10-11 классов, действительно такая тенденция есть. Часы по русскому языку немного сократились, часы по кыргызскому языку немножко увеличились. Но когда наши студенты переходят на второй курс, то есть на блок профессионального образования, то тут идет выравнивание. Увеличились часы как по официальному русскому, так и по государственному кыргызскому языку. Что касательно вашего вопроса, что будет, если часы по русскому языку будут иметь тенденцию дальнейшего сокращения, то я, как гражданин Кыргызской Республики, свое субъективное мнение выскажу отрицательное. Почему? Потому что вообще роль языка в чем? Язык – это инструмент общения. И если мы будем изучать только наш кыргызский язык, однозначно необходимо изучать, потому что мы отдельное суверенное государство, это территория Кыргызской Республики. Правильно, мы обязаны владеть как устно, так и письменно своим инструментом, своим кыргызским языком. Мы обязаны сохранить наш родной язык. Но, коль скоро мы говорим об ЕАЭС, коль скоро мы говорим об СНГ, коль скоро мы говорим о мировой экономике, о процессах глобализации, однозначно мы далеко на своем единственном государственном кыргызском языке далеко не уедем. Я бы даже больше сказала, допустим, русский язык на территории СНГ играет роль, скажем, английского или там еще каких-то других иностранных языков на территории всей мировой экономики. И если уж наша молодежь в будущем имеет тенденцию мигрировать, перемещаться в поисках лучшей жизни, в поисках достижения какого-то уровня образования, трудоустройства, однозначно без русского языка им далеко не уехать. Тут уже надо поддерживать развитие многоязычия. И, конечно же, на первом месте все-таки должен быть русский язык, потому что, извините меня, у нас бизнес-процессы, гуманитарно-культурный процесс, образовательный процесс очень тесно связаны с СНГ. А СНГ, язык межкультурного общения на территории СНГ – это русский язык. Какую роль русский язык играет в жизни учащихся колледжа? Ну, очень высокую роль. Почему? Я сразу скажу, мы, колледж, существуем в рамках Бишкекского гуманитарного университета, который считается государственным вузом и имеет такое лингвистическое направление образовательного процесса. То есть в БГУ у нас готовят на более 16 мировых языках. И, естественно, мы, колледж, тоже свое место занимаем. У нас даже экономисты, обучаясь на экономику, изучают восточный язык по выбору, допустим, китайский и турецкий дополнительно. Плюс мы в этом году открыли специалистов, значит, английского языка, китайского языка, переводчиков, учителей. И в рамках того, что необходимо изучать языки дальнего зарубежья, посредническим звеном от кыргызского к дальнезарубежным иностранным языкам служит русский язык. Потому что даже если взять учебную литературу, методическую, она в первую очередь переведена с русского, скажем, на английский и китайский, и потом только на кыргызский. И то в плане методического обеспечения, конечно же, без русского языка иностранные языки нам изучать просто невозможно, поэтому играет большую роль. Насколько мне известно, выпуск первых колледжистов состоялся в 2012 году. Если сравнить первый и последующие выпуски, можно ли говорить о том, что дети говорят по-русски хуже, либо лучше? Очень хороший вопрос. Скажу однозначно, что касается
колледжистов, окончивших городские школы, однозначно, они все хорошо владеют русским языком. Но так как у нас 80-70% это приезжие, это региональные студенты, то из года в год знание русского языка, ребят, улучшается. Я не могу ответить за другие профессиональные учебные заведения. Наше профессиональное учебное заведение, колледж, наблюдает улучшение знания русского языка. И причем не просто улучшение, а прям желание. Дети сами просят, пожалуйста, проводите языки на русском языке, даже приехавшие из сел. То есть это говорит о том, что есть какая-то установка в семье, есть какая-то траектория будущего видения, что дети не собираются профессионально и в будущее только в рамках Кыргызстана, значит, видят свое будущее. Скорее всего, они видят свое будущее в открытой глобальной экономике. И это очень хорошо, и однозначно улучшается знание русского языка. Дамира Киясовна, а если говорить в целом об отечественной системе образования, с какими основными проблемами она сталкивается на данном этапе? Да, вопрос такой достаточно важный для нас, для работников системы образования. Ну, конечно же, вы знаете, какую бы мы общественную проблему ни взяли, в первую очередь это все-таки фундамент, это материальная база. Естественно, это и материальное обеспечение в первую очередь. То есть наличие обеспечения методической учебной литературы, качественной, современной, это, конечно же, немаловажную роль играет и проблемы материального обеспечения, заработная плата работников сферы образования. Следует также отметить тенденцию, которая, к сожалению, в последние годы на территории нашего Кыргызстана наблюдается, что молодежь, обучающаяся на контрактной основе, она вынуждена порой и параллельно зарабатывать. Это, естественно, сказывается и на уровне их образования, на посещении занятий. То есть основная черта проблем – это все-таки упирается в материальную базу, материальные проблемы. Ну и есть, конечно, некоторые проблемы, связанные со стыковкой различных стандартов, различных направлений, образовательных, профессиональных. Но следует отдать должное нашему Министерству образования. Последние 2-3 года уже в этом направлении с приходом нового замминистра очень активно, качественно проводятся и создаются целые рабочие группы. И, наконец-то, нормальные стандарты, согласованные, массово обсужденные, они имеются. Тема занятия «Язык и речь». Речь и ее свойства. Еще одна проблема – это нехватка педагогических кадров по отдельным направлениям, по отдельным дисциплинам, специальностям. И опять-таки это упирается в то, что сейчас молодежь на преподавательскую работу заманить сложно. Сейчас молодежь не столько престижность профессии волнует, сколько оплачиваемость. Это не секрет, все мы знаем, что учителя не очень-то высокооплачиваемые. Если сейчас топ-поколение еще советских учителей, среднее поколение учителей сейчас потихоньку начнут двигаться в сторону пенсии, я не представляю, что дальше будет. Поэтому все-таки надо стимулировать, чтобы и молодежь закреплялась в сфере образования. А как вы смотрите на такую ситуацию, что одни столичные школы переполнены, а в других, по признанию самих учителей, недобор? Как действовать, я не знаю. Тут просто надо выравнивать стартовые условия существования этих школ. Но, с другой стороны, это радует. Когда мы говорим, что классы переполнены, это говорит о том, что рождаемость, слава богу, хорошая. А рождаемость – это один из стратегических инструментов выживаемости государства. Смотрите, что с Европой делается. Почему они страдают от мигрантов? Просто у них рождаемость падает, и рабочие места заполнить некому, и все это выливается в такие страшные конфликты межнациональные и так далее. Слава богу, у нас рождаемость – это хорошо. Но, конечно же, такая бешеная и разноуровневая укомплектованность классов – это очень плохо. Естественно, инфраструктура в центре города удобнее, транспортное оснащение и, наверное, укомплектованность учителями лучше. Поэтому родители всеми правдами, неправдами, и прямыми, и непрямыми методами пытаются туда детей своих устроить. Все. А периферийные, они, скорее всего, не укомплектованы учителями. Это транспортное инфраструктурное оснащение, видать, не очень хорошее. А каждый же родитель хочет лучшие условия своему ребенку. Тут уже мы не можем родителей заставить сдать в ту школу, где он считает условия для ребенка не очень приемлемыми. То есть надо просто выравнивать условия существования этих школ. Каково ваше мнение насчет новой системы подушевой оплаты труда учителям? Двойная проблема получается. С
Страдают не только дети неукомплектованных классов, но и учителя, работающие в этих условиях, потому что условия труда еще никто не отменял. И в Кодексе законов о труде, и нормы различные есть, и мировые стандарты есть. Любой человек на рынке труда ищет то место, где ему комфортнее, где ему лучше платят. Естественно, если так будет продолжаться, текучесть учителей в периферийных школах будет только нарастать. И опять же мы к этой проблеме вернемся, но уже в более таком увеличенном масштабе. Тут надо такой чисто регулирующие функции власти применить и выровнять условия подушевой оплаты, условия существования этих классов, учителей, детей. Ну, естественно, инфраструктурный вопрос, это однозначно.